Здравствуйте! С вами учитель русского языка и литературы школы номер 3 города Андижан, Республики Узбекистан, Мулла Ахунова Нилюфар Мухаматумановна. Представляю вашему вниманию свое выступление на тему «Создание условий для билингвизма как феномена современности». Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия. Эразм Роттердамский. Человечество живет в такое время, когда в нашем стремительно развивающемся мире расширяются, а порой и вовсе стираются границы, в том числе и языковые. Это обусловлено глобализацией экономической и политической миграцией общества. В современном мире во многих странах наблюдается билингвизм, двуязычие. Существует множество определений билингвизма, рассматривающих данное социологическое явление с разных сторон. Мы опираемся на определение Швейцера. Билингвизм – это сосуществование двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, использующего эти языки в соответствующих коммуникативных сферах, в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного контакта. Актуальность нашего исследования состоит в том, что в эпоху глобализации общества билингвизм позволяет преодолевать все национальные преграды. Он является фактически единственным путем решения проблемы языкового барьера в многоязычном мире, обеспечивая речевую коммуникацию между собой всех членов полиэтнического общества, говорящих на разных языках. Является надежным средством регулирования сложных межнациональных отношений, средством воспитания чувства толерантности у представителей разных национальностей по отношению друг к другу. Новизна данного исследования заключается в применении комплексной интеграции как метода, который применялся на уроках автором статьи, тем самым добиваясь положительных результатов в развитии речемыслительных способностей учащихся в национальной школе. Мы полагаем, что искусство – посредник между разными языками. С помощью искусства легче усвоить иностранный язык, при изучении которого можно интегрировать несколько видов искусства или школьных эстетических предметов. Цели исследования. Изучить с помощью научно-методической литературы явление билингвизма. Определить сущность феномена билингвизма. Обозначить один из путей формирования билингвальной личности. Билингвальное образовательное пространство – это развивающая среда, которая учитывает внешние и внутренние условия для осуществления перспектив развития двуязычия. Если сам язык представляет собой феномен человеческой культуры, то билингвизм тем более становится явлением феноменальным, феноменом вдвойне. Феномен билингвизма состоит в том, что с его помощью вступают в контакт и добиваются взаимопонимания люди разных национальностей, носители разных национальных языков, далекие друг от друга по культуре, психическому складу, условиям проживания. Исторический аспект. Феномен билингвизма вызван к жизни как практическая потребность и необходимые условия совместного проживания разноязычных народов в полиэтническом пространстве. Он порождается всюду, где контактируют люди разных национальностей. Не случайно он возник в далеком прошлом и распространен в самых разнообразных вариантах в современном обществе среди различных народов мира. Наиболее яркие билингвальные личности наблюдаются среди представителей искусства. Литература – вид искусства, самый совершенный вид языковой деятельности человека. Существует множество исследований билингвизма в литературе. Не углубляясь в предмет, рассмотрим одно из них. По мнению Фещенко, изучение поэтического мультилингвизма предполагает использование по меньшей мере 3 дисциплинарных подходов: историко-литературного, социолингвистического, лингвопоэтического. В первую очередь, поэтический мультилингвизм, конечно же, предмет литературоведческого исследования, ведь он обладает особыми эстетическими параметрами, характерными для лирики. Но поскольку он связан с использованием 2 и более языков, помимо эстетических черт он имеет еще и социальные смыслы. Поэт-мультилингв постоянно делает выбор между языками и адресуется по меньшей мере 2 аудиториям и сообществам, располагаясь на приграничной зоне языковых контактов. Один из поэтов-билингвов – Алишер Наваи. Великий поэт Востока писал произведения на фарси и тюркском языках.
Александр Сергеевич Пушкин создавал свои шедевры на русском и французском языках. Знаменитый прозаик Чингис Айтматов отлично писал на киргизском и русском языках. На примере их творческой деятельности можем убедиться, что язык – это одна из форм выражения мыслей и чувств, что язык искусства не имеет границ и условностей и может способствовать вести межкультурный и межконфессиональный диалог. С помощью языка искусства можно включить в систему культуры явления, не осмысляемые никаким другим специализированным языком. Язык искусства включает в себя элементы, понятные всем людям, независимо от возраста, религиозной конфессии, социальной принадлежности. Неудивительно, что обмен между культурами разного типа и разного уровня развития легче всего усвоить именно с помощью интерпретации художественных произведений. Именно в языке искусства полнее всего способна выразиться система общечеловеческих ценностей. Решение вопросов просвещения, образования, развития массовой культуры может быть обеспечено и ускорено путем привлечения элементов художественно-знакового языка. Нами разрабатывается методика, создающая условия для билингвизма. Данная методика основана на межпредметной интеграции и отражает исследования о применении комплексной интеграции видов искусств на уроках и внеклассных занятиях русского языка и литературы в национальной школе. Музыка, пение, рисование, изучение произведений искусства активизируют учебно-воспитательный процесс на уроках русского языка и литературы. Межпредметная связь помогает учащимся воспринимать окружающую действительность как единое целое, развивать креативное мышление. Практическое применение метода комплексной интеграции видов искусств на уроках русского языка, литературы и внеклассных мероприятиях способствует развитию всех видов речевой деятельности учащихся. Нами разработаны сценарии уроков и мероприятий, которые распространены на образовательных сайтах InfoUrok и Class.com. Результаты по применению нашего метода комплексной интеграции видов искусств проявляются в следующем: целостному восприятию мира, познанию окружающей действительности во всем ее многообразии, совершенствованию уровня знаний, который проявляется в глубине усваиваемых понятий, закономерности за счет их многогранной интеграции с использованием видов искусств, повышению уровня интеллектуальной деятельности, обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции нашего метода, в развитии учащихся в эмоциональном плане, основанном на применении музыки, живописи, лепки, литературы, активизации познавательного интереса школьников, проявляемого в желании самостоятельной деятельности на уроке и внеклассных мероприятиях, в творческой деятельности учащихся, результатом которой могут быть их стихотворения собственного сочинения, рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного отношения к изучаемым явлениям. Выделенные аспекты соответствуют образовательным, развивающим и воспитывающим функциям обучения. Билингвизм как способ бесконфликтного совместного проживания разноязычных народов успешно выполнит свою функцию только при условии активного владения билингвом обоими языками, своим родным и языком-посредником. Дорогие коллеги, желаю вам творческих успехов. Спасибо за внимание.